Добрый день. У нас в гостях руководитель группы по взаимодействию областного маслихата с Ассамблеей народа Казахстана, которая была создана на сессии Павлодарского областного маслихата в рамках реализации проекта «Ассамблея, парламент, маслихаты». Мазгутов Рустам Адипович, депутат областного маслихата, генеральный директор ТО Павлодар Жолдары, а также председатель Татаро-Башкирского общественно-культурного центра. Рустам Адипович, здравствуйте. Добрый день. Рустам Адипович, как я вот уже выше сказала, вы совмещаете функции депутата областного маслихата, руководитель крупного предприятия Павлодарского региона, руководите татаро-башкирским этнокультурным объединением, а также занимаетесь благотворительностью. Расскажите нам, как вам удается распределять время, лавировать, а самое главное, уделять внимание всем этим сферам. Добрый день еще раз. Я думаю, что, во-первых, то, что вы перечислили, да, в первую очередь я производственник, строю дороги, мосты в Казахстане, в основном сейчас в Павлодарской области. Коллектив с 30-летним уже историей коллектива Павлодар Жолдары. На 8-м созыве я, как независимый депутат, подал заявку и выиграл выборы депутата 8-го созыва областного маслихата. Для справки, я шел один, без партии, беспартийный депутат, единственный у нас в области. Подвинуло. Во-первых, было очень много вопросов, которые решаются на областном уровне. Это вопросы и экономического, вопрос сельского хозяйства. Я состою во фракции, в группе депутатов по селу. Избиратели — это Майский и районы, и сельская зона Аксу. И у них одни и те же вопросы. Вопросы по пойме, вопросы по пастбищам, сколько земли. Вопросы были по сайге, по бакланам. То есть вопросы такие, которые нужно было решать на уровне области. Особое участие принимаю в судьбе кандасов, людей-переселенцев из СНГ, из Монголии, из Китая. Люди, которые пришли со своим укладом, со своим мировоззрением. Им нужна была помощь, как можно оказываем. То есть создавать новые рабочие места, создавать новые, чтобы они социализировались в нашем обществе. И это показало неплохие результаты. По работе, вот уже как депутатом, мною были инициированы вопросы по лиманному орошению поймы Иртыша, который постоянно страдает от того, что у нас она не заполняется во время паводков. Сейчас вот Аким области поддержал, и на 16 тысяч гектаров будет восстановлено лиманное орошение в Майском районе. Были вопросы по строительству дорог. А самое отдаленное село Акшиман не имело твердого покрытия 95 километров. Мы его построили. Также я встречаюсь со своими избирателями и решаю каждый раз разные вопросы. Это и трудоустройство, и социальная помощь. И вещи, которые... Кроме того, ТО Павлодар Жолдары 2 года уже платит налоги в Майский район. Вот, например, прошлый год, 24 год, на налогов 780 миллионов, и республиканские, и областные налоги ушли через Майский район. То есть поднялись показатели района. Район с такой историей, где был Семипалатинский полигон, район, где люди уезжают, требует особого внимания. Также отдельно мы вопросы решали по Семипалатинскому полигону, вопросы по обеспечению, по пособиям, по выплатам людей, родившихся на полигоне. То есть работа вот такая, совмещается у меня работа. Наша новая команда маслихата, которая вот 8-й созыв, мы расширяем эти работы и позиционируем себя как новаторы, взаимодействие с населением, взаимодействие с Ассамблеей народа Казахстана. Ассамблея народа Казахстана — это уникальный инструмент, который был создан еще 20-30 лет назад.
вот посмотрите на наши истории, новейшие истории. Но я думаю, кроме Казахстана не было такой истории. Взять Киргизию, Киргизскую республику, где постоянный национальный конфликт, Узбекистан, Азербайджан, Ну да. Армения. Везде конфликт. Мы, создав Ассамблею народов Казахстана, то есть изучаем культуру, историю и взаимодействие между всеми этносами. Вот я уже 5-й год председателем центра, татарско-башкирского центра. Вообще я взаимодействую с этим центром с 96-го года, я являюсь спонсором центра. Когда получилось так, что наш уважаемый Минир Хамитович Галеев ушел из жизни, предложили мне, и я согласился. Ну да, у нас татаро-башкирский центр такой наиболее один из старейших, один Да, из один из крупных. старейших. В этом году, Мгм. 2 ноября, ему исполняется 35 лет. Да-да-да. Поэтому очень Мгм. также насыщенная жизнь в Ассамблее народа Казахстана. Скажите, пожалуйста, как руководитель депутатской группы по взаимодействию с Ассамблеей народа Казахстана, какие инструменты укрепления межэтнического согласия вы видите? Ну, это, во-первых, общение. Все должно быть, ну, не где-то там в кулуарах делается, а все вопросы, я же вам говорю, что экономика и жизнь — это связанные вещи. Ну, все экономические вопросы, которые решаются на областном маслихате, они должны донестись до народа. Но Ассамблея народов Казахстана и депутатская группа решают очень много вопросов. Те же вопросы трудоустройства, вопросы проведения мероприятий. У маслихате есть группа, отвечающая за молодежь. Ну и самое главное — это осознание, неконфликтность интереса, особенно по национальным вопросам. Это самое главное. В ходе мероприятия, спортивные мероприятия, культурные мероприятия совместно. А вам опыт работы в Ассамблее народа Казахстана пригодился, когда вы стали депутатом областного маслихата? Да, конечно, я шучу же, все партии, Самонат, Мгм. АУ, Народная демократическая партия. Я говорю, у меня своя партия, АНК. Мгм. А скажите, пожалуйста, а планируете ли вы какие-то новые направления в работе депутатской группы и Ассамблеи народа Казахстана? Президент назвал 25-й год годом рабочих профессий. То у нас, если сказать так, что у нас большой дефицит кадров рабочих. У нас колледжи, профессионально-технические училища не загружены, у нас нет специалистов на среднего звена, ну, тех же сварщиков, токарей, по моей специальности, машинистов, погрузчиков, автогрейдеров их нет. Почему? Потому что принижен престиж рабочей профессии. Вот мы сейчас на уровне эксперимента, начиная со старших школьников, Мгм. приглашаем на лето на трудоустройство, чтобы они узнали, что такое, с колледжами, с институтами. Мы работаем то же самое, приглашаем на практику, чтобы люди пришли, ознакомились, и ну, кто прижился, тот прижился. И самое главное — поднять престиж рабочей профессии. Вот как заинтересовать молодежь, чтобы они выбирали рабочие профессии, Ну, вы как вы знаете, думаете? ни для кого не секрет, заинтересовать надо материально, но и морально. Мгм. Если человек приходит в коллектив, где свои традиции, свой менталитет, и он потом, если вливается в этот коллектив, у него зарплата уже на втором уровне становится. Мгм. То есть Да. комфортные условия, когда Комфортные созданы. условия, да. То есть мы, если строим дороги, мы строим не в городе. Мгм. Недалеко от города нам приходится в таких условиях обустроивать лагеря, обустраивать быт. Своя Такая. специфика, да, особенно раньше, когда мы по республике мотались, мы были в Балхаше, мы были в Актюбе, в Селите мосты строили. Очень тяжело, и не всякий человек Да. это. И самое главное — это семейственность. Если раньше, я вот дорожник еще с советским стажем, Мгм. если раньше у нас, ну вот я был начальником ДЭУ в 90-х годах, 90 по 96 год, и у меня были семейные: папа, сын, племянник, Династии, да. династии работали на дорогах. Мгм.
все это. Ну и как-то и поднималась престиж дорожного рабочего, строителя дорог. Сейчас такого нет. Это большое упущение. Вы известны своей меценатской деятельностью, благотворительностью также занимаетесь. Какие из социальных проектов вам особенно близки? Ну, первый, наверное, такой значимый проект, который я осуществил, у нас городу 180 лет. Такая история, что самая старая мечеть 1904 года, до этого была она, в 1897 году была деревянная мечеть, но пожар 1903 года уничтожил ее, городской пожар. Да. И тогдашний меценат, купец Абдельфатах Рамазанов построил нашему городу вот эту белую мечеть. И вот этот человек, который построил первый кинотеатр, который назывался Электротеатр, вот на месте Золотого Теленка, построил вот эту белую мечеть. У него остались два дома пересечения улицы Астана и Истая. Один дом, вот этот большой, и рядом Майрыша Шамсудиновой дома. Это все от него осталось. Он попал под репрессии, все отдал государству и в нищете умер. И вот моя была первая задача — это найти историю, как-то увековечить память этого человека, который сделал что-то для облика нашего родного города. На месте мечети нами был заложен большой памятник с гранитной глыбы, который я привез с Курчатова, для слава благодарности этому купцу. Второе, я через татаро-башкирское общество, через бабушек нашел место могилы Абдельфатаха Рамазанова. От могилы два прута было. По эскизам изготовили такую же кованую ограду, как была она, вот, когда его хоронили. Поставили мраморную табличку. Ну, я считаю, вот это один из моих шагов первых, которые я сделал. Плюс я еще написал письмо на имя акима города в улицу Луначарского. Переименовали улицу Рамазанова. Как раз, я думаю, что Луначарский ничего Павлодару не сделал. Вот этот облик, про который дом Георова, который идет, это тоже, это недостроенная мечеть. Когда он вернулся с поездки, двери не открывались ни на восток, он продал Дерову этот дом. То есть, вот, если по истории смотреть, вот это, а так вот по благотворительности, помогаем, чем можем. Во-первых, по своей специфике, асфальтирование мечетей в селах, асфальтирование больниц, асфальтирование школьных плацев, это мы делаем. Последний подарок, значит, на 1 июня 2025 года, на День защиты детей, я подарил футбольный корт, полноценный футбольный корт селу Коктебе с покрытием, с освещением. Плюс команда ДЮСШ Коктебе получила от меня форму с нашими логотипами, футбольные мячи. Вот это было на первое число. Ну, это получается, чтобы дети на селе также занимались спортом. Конечно. Знаете, вот когда я был маленький, нам некогда было заниматься чем-то не тем. Гаджетов не было, мы занимались спортом. Я думаю, что это было неплохо. А сейчас люди, во-первых, и физически не развиваются, и занимаются чем попало, если они не организуют. Ну да, в телефонах дети в большинстве своем. Да. Это хорошо в телефонах, могут и в плохих компаниях. Ну, я думаю, что детвора была счастлива. Для Коктебе это хороший подарок был. Скажите нам, как устроена работа центра Жомарт-Жан, где вы также активно участвуете? Расскажите нам об этом центре. Он только начинает работу. Вообще это центр, как это по старинке называть, это попечительство. То есть все, кто нуждается, все будут обращаться в центр, они будут выслушаны, и выдана помощь или как-то оказана помощь.
Даже я получил награду, правительственную награду Ранжомар. Мгм. Ну, получается, этот центр только начинает свою Да, работу, да? да. Только набирает обороты, да? Мгм. То есть любой может обратиться с просьбой, нуждающийся, конечно же, Не, ну, которая... конечно, мы помогаем, просто меценатов мало, Мгм. К мало, сожалению. к сожалению, да. Вы намерены продолжать эту работу над этим Ну, центром, занимаемся, чтобы да, он жил дальше? да, занимаемся. Мгм. Ну и перейдем к татаро-башкирскому этнокультурному объединению, где вы руководите уже 5 лет. Это один из старейших центров, как мы уже сказали, один из крупнейших. Расскажите, насколько центр активно участвует в жизни региона, в чем его основная миссия, как вы считаете? Ну, я думаю, что создание центра, самая главная задача была центра, это сохранение идентичности татарского народа. Э, Знание истории, знание Мгм. языка. При центре у нас действует школа, воскресная школа. Я вот помогаю финансово преподавателям. Мгм. Есть у нас культурные объединения. Сейчас хореографии нету, но есть ансамбль Чечмя, Да-да-да, знаменитый, знаем. Мгм. знаменитый, да, который гастролирует, который тоже юбиляр в этом году. Мгм. Мы каждый год проводим праздник Сабантуй. Сабантуй – это народный праздник окончания посевной. Мгм. После окончания посевной народ собирался и делался. Я не совру, скажу, что э, Сабантуй один из лучших, наверное, культурных мероприятий национальных центров. Ну, Мгм. по массовости. Да-да-да, согласна. Да. Вот в этом году у нас юбилейный Сабантуй. В прошлом году мы его проводили первый раз на площади около Дома Дружбы. Мгм. Понравилось. Мы делали и детям там, и э, шатры поставили, и Мгм. большая культурная программа. У меня проблема, у меня не хватает времени провести все заявочные концерты, понимаете? Потому Мгм. приходится, потому что у нас по всей области есть национальные центры, Мгм. которые приезжают со своей программой. Вот мы сейчас готовимся к Сабантую. Приедут гости с зарубежья, Алтайский край, О. со своей культурной программой. Мгм. Мы опять же обрезаем один-два номера, Мгм. не больше, потому что не хватает. У нас очень хороший центр в Экибастузе. Да-да-да. У нас районные, мы проводим соревнования, проводим кулинарные выставки. Вы знаете, что татарская кухня очень богатая. Мгм. Мы делаем выставки, мы сделаем конкурсы. И вот диаспора собирается, приезжают гости из Казани, Мгм. обязательно, потому что у нас представительство Мгм. Российской Федерации, Татарстана нас поддерживает. М. Постоянно присылают на, кажется, Бантуй бесплатно своих артистов. Здорово. Проходит поздравления, проходит награждение, Мгм. как от представительства Татарстана, так и от представительства от Казахстана, от Павлодарской области. Награждаются грамотами, ценными подарками, Мгм. конкурсы, призы. Ну, Да. Это стараемся. это действительно очень яркий праздник. Я знаю, что туда приходят целыми семьями, Да. дети знакомятся друг с другом и даже создают новые семьи. То есть это такая возможность. Вот у нас школа молодежи имени Даржумана. Да-да-да. Школа национального возрождения. Школа национального возрождения, да, вот такие примеры есть, где Мгм. дети знакомились и уже создали семьи, уже их дети ходят Мгм. в эти школы. Да-да. То есть это такой большой широкий праздник. Мгм. Какие еще планы на будущее у татаро-башкирского центра? В разрезе центра у нас слабая посещаемость, у нас преемственность поколений не получается. У нас есть очень хороший коллектив взрослый, Мгм. есть чуть-чуть средний, а вот младших уже нету. То М. есть, если пожелание, чтобы хотя бы на воскресную школу посещали дети. Мгм.
мои 2 внучки посещают. Ага. Как я Мгм. говорил уже, я уже и доплачиваю ставку учителю татарского языка. Да-да-да. Мгм. Хореографов у нас не хватает. Ну, Мгм. проблемы есть, проблемы есть. Мгм. Ну, то есть Это, ваше пожелание, чтобы как можно больше детишек да, чтобы приходило. детишки, чтобы они помнили свою историю, ну, Мгм. язык. Это общая проблема, что у нас языки одинаковые с казахским. Мгм. Да, это точно. То есть, ваше пожелание родителям, чтобы приводили детей в Ассамблею народа Казахстана, Конечно, конечно. чтобы Но у они нас занимались. старшее поколение, которое уже приходит, ну, принимает ислам, занималось арабской письменностью. Мгм. Вы же знаете, что ислам принесли татары Мгм. вот в эти края. Татарские мечети, татарские медресе. Мы вот сейчас тоже у нас были уроки и татарской письменности. Мгм. Э, У нас проводятся семинары, лекции по истории. Мгм. У нас проходит вечера, посвящен Тукаю, ну, Мгм. поэтам, по знаменитым людям, которые с нашей диаспоры. Мгм. Всё делается для молодежи, для Да, 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 подрастающего поколения, и все это бесплатно, конечно, конечно, кстати. конечно, конечно. Мгм. Татары это многообщенный народ, тоже у нас 6 отделений, есть сибирские, есть Мгм. приволжские, есть камские, есть крымские, Да-да-да. есть мещары. Мгм. И вот они имеют общий язык. Мгм. Здесь в основном представлены ближе, это сибирские татары, Мгм. которые вот, всю жизнь свою с хана Кучума жили на Иртыше. Мгм. А казанские татары пришли уже во время 18-19 века как торговцы, как проповедники ислама. Мы благодарим вас за интересную, такую насыщенную беседу. Спасибо. И я желаю вам успехов, чтобы у вас на все хватало времени, сил, Спасибо. энергии, Спасибо. Спасибо. на все ваши проекты. Спасибо.